Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точки опоры». Собственно, повестка сегодняшнего выпуска не единожды выносилась на обсуждение, в том числе и в нашей программе. Речь очередной раз пойдет об оказании коммунальных услуг населению. Я бы сказал, точнее, пойдет речь о нашей с вами платежной дисциплине, какого качества коммунальные услуги нам оказывают и как исправно и своевременно мы за это оплачиваем. Вот эти два понятия, они идут рядышком, поскольку своевременная оплата чаще определяет качество оказываемых услуг. Друзья, сегодня, глядя с высоты наших достижений, мы, наверное, не должны забывать тяжелые времена, когда было чрезвычайно высокое напряжение с получением, большие проблемы с получением пакета социальных услуг. Вот об этом и о реальности сегодняшнего дня. Какие возможности, какие услуги нам готовы оказать поставщики услуг, мы поговорим с участниками нашей сегодняшней встречи, которых я с удовольствием вам представлю. Начальник абонентского отдела ГУП «Горводоканал» Муслим Гучигов, заместитель начальника оперативного штаба по погашению задолженностей и снижению сверхнормативных потерь электроэнергии акционерного общества «Чечен-Энерго» Саид-Эла Кайсаров, заместитель начальника юридического отдела ГУП «Чечводоканал» Магомед Ансаров и заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «Газпром Межрегионгаз» Грозный по работе с потребителями Руслан Ибрагимов. Господа, я вас приветствую в нашей программе. И открывая сегодняшнюю нашу встречу, я хотел бы обратиться к нашему Муслиму Гучигову. Муслим, Горводоканал – это такая стратегическая артерия всего нашего социального такого комфорта. Его качественная работа во многом определяет и качество нашей жизни. Вот какова реальность Горводоканала на этот день и час? Я знаю, что у вас новое руководство. Вот каково ваше самочувствие и готовность улучшить работу, улучшить качество оказываемых услуг? Я что могу сказать по статистике на сегодняшний день? Это по средней месячной добыче 1 миллион 400 тысяч кубов, там месячное начисление по воде, то есть это у нас частные потребители, то есть они у нас делятся на два категории, это физлица и юрлица. То есть таких особых, там, скажем, по юрлицам у нас особых проблем по возврату наших долгов нет, то эти долги у нас связаны именно по физлицам, то есть это частный сектор. Да, по частному сектору. Мы работаем, и у нас по оказанию услуги качественно, как вы подчеркнули, оказание услуг населению, она зависит от возврата долгов, то есть от оплаты населения. То есть на сегодняшний день это получается так, что у нас мы начисляем, там, скажем, 30 миллионов по населению, это возврат у нас получается очень мизерный. То есть сказать, что мы идем в этом направлении, то есть на минус. То есть и качество, и там сидят и наши деньги, и заработные платы наших рабочих, там сидит, и модернизация всей системы. И мы знаем, насколько по наследству нам досталось вот это, то есть 2 войны мы прошли, у нас как бы, да, вот совсем, как бы, скажем... Муслим, я прошу прощения, давайте немного отойдем от войны. Да, республика уже давно стерла следы войны. Давайте сегодня перейдем на язык цифр. Есть ли в городе Грозном злостные неплательщики, среди которых, может быть, какие-то коммерческие организации, может быть, какие-то известные компании, учреждения? Пока мы не будем озвучивать, пока мы не будем знать этих людей, возможно, эта процедура затянется надолго.
Да, я вас понял. Вы знаете, этим занимается не то, что там водоканал, возьмем там, и КГХ мэрия занимается этими вопросами. Мы сейчас как бы наладили всю систему по районам, нашим администрациям города, то есть по 4 районам. И все участвуют в рейдах по сбору начислений задолженности. Вот. Ведется работа, очень сильно ведется. И особое такое внимание уделяет в этом наш мэр Муслим Хочиев. Так сказать, по прочим потребителям, это, то есть, это коммерция. Те же там, скажем, РБУ или там, скажем, те крупные коммерческие точки, которые имеют задолженности. Это присутствует факт. Но мы с ними разбираемся, как бы другого иного метода нет, кроме звонков или кроме их посещения, чтобы они оплачивали, или кроме того, чтобы в последнюю очередь подавать на них в суд и взыскивать с них. Я думаю, что есть, конечно, они присутствуют. Это должно произойти, наверное, не в последнюю очередь, да? Ну, не платит человек, подал на него в суд, и слава богу. У нас есть прекрасная служба судебных приставов, которые изымут не только такие долги. Спасибо, Муслим, спасибо. Я вас, когда представлял, Саид Айла, представил как заместитель начальника оперативного штаба по погашению задолженностей. Ну, коль скоро в вашем ведомстве Чеченэнерго создан вот такой оперативный штаб, это уже, наверное, характеристика, это может быть даже диагноз того, что платим мы за потребленное электричество неправильно и не вовремя. Добрый день. Я хочу вам сказать, во-первых, что это оперативный штаб возглавляет сам помощник главы администрации нашей республики, депутат Госдумы Российской Федерации Адам Делимханов. Значит, причины создания этого штаба, как вы уже подчеркнули, значит, проблемы в энергосистеме самой. Значит, и, конечно же, там касается дисциплины, платежной дисциплины. Во-первых, задача наша определена четко и ясно, максимально упорядочить платежи и сборы от населения, и в том числе от юридических лиц. Но, тем не менее, мы не упускаем возможности подачи или передачи электроэнергии потребителям в качественном направлении. Значит, это о чем говорит? Вот, допустим, у меня был сам куратор по Курчалоевскому району, я осмелюсь озвучить это, потому что я этим проблемой занимался, и это озвучено при главе нашей республики администрации. Значит, какова система? Система акционерного общества очень запущенная, я вот вам скажу. Почему? Потому что в этом районе... То есть вы хотите сказать, что вам досталось очень, не лучшее наследство, абсолютно, да? Абсолютно. Не лучшее, но тем не менее мы на это не смотрим. У нас проведены встречи с руководителем Россети Бударгин, его заместителем, значит, одним из руководителей Пятигорска в целях как бы создания нормальной энергосистемы, можно даже так сказать. Почему? Вот в этом районе у нас пропускная способность, скажем, чтобы мы потребители поняли, подстанции 37,5 мегаватт. А подключены на вторичную обмотку 104. Это 2 раза превышает способность первичных трансформаторов, а потребность уже превышает. В связи с этим занижается качество электроэнергии, где мы обязаны обеспечить в пределах 210-220 вольт потребителю, мы в часы пик там снижается вот это качество электроэнергии до 130, до 140 вольт. Поэтому нами разработана программа. Вот буквально 22-24 ожидается встреча руководителя Россети Бударгина Олега с нашим главой администрации республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. На эту встречу мы подготовили, как бы нам улучшить состояние сетей. Вот когда мы, потребители электроэнергии, почувствуем, что самочувствие акционерного общества Чеченэнерго в корне уже поменялось.
Как и каким образом мы это почувствуем? Значит, И когда это может произойти? это мы надеемся в кратчайшие сроки, но имеется в виду для нас кратчайшие сроки. Ну, если Адам Султанович курирует ваше ведомство, я Каждый думаю, что вечер это почти- произойдет очень быстро. Каждый вечер почти под его руководством мы проводим оперативное совещание в 6 часов. Это почти ежедневно, если даже без него я провожу совещание, обсуждая ежедневные результаты нашей работы. Значит, конечно, энергосистема, что содержание этой энергосистемы зависит от потребителя, это однозначно. Значит, в предыдущем выступлении коллега сказал, что да, без них энергосистема и вообще, можно сказать, можно закрыть. Сегодня, на сегодняшний день, когда мы пришли, уже ознакомливаемся с планами, с перспективой развития сетей, нам открыто заявляют, что по Чеченской республике 0 инвестиций. Это вообще неприемлемое решение вышестоящего руководства, имеется в виду по энергосистеме. Значит, для того, чтобы нам какие-то инвестиции заработать, чтобы мы развили свои сети и как бы улучшить услуги, оказываемые населению, нам нужны платежи, снижение уровня сверхнормативных потерь и получить необходимую выручку за отпущенную электроэнергию. Значит, я осмелюсь сказать, хотя я в этой системе сам не работаю пока, хотя только оперативный работник. Мы с 13 апреля всего лишь начали эту работу. Именно создали штаб. С 13 апреля мы по результатам апреля месяца увидели, что мы в таким темпом снизили сверхнормативные потери на 8-10%. Это серьезный показатель, это да? для меня серьезный показатель, потому что я в других системах таким образом работаю, я знаю, каким трудом это достигается. Мамонт, вот Чечен-водоканал, я недавно видел сюжет, в том числе, по-моему, на нашем канале, о том, как ваше ведомство проводит рейдовые мероприятия по районам, селам республики по взиманию долгов как раз-таки. Вот, ну и каковы результаты на этот день, что поменялось? Добрый вечер, дорогие телезрители. Как мои коллеги ранее сказали, у нас тоже есть свои определенные трудности со сборами, вот, с подачей услуг. У нас проблем нету, мы везде успеваем, все это делаем качественно. Вот, как вы сказали, значит, мы опять же, апреля месяца, в основном, ну, с февраля тоже мы не так интенсивно это делали, но с апреля месяца мы у себя внутри создали аналог такого же оперативного штаба. Вот, значит, разделили, значит, всех работников, закрепили за районами, вот, и поручили им, чтобы были увеличены сборы от оказанной нами услуги. Вот. Значит, если сейчас провести аналогию по, значит, февраль-апрель месяцы, сбор абонентской платы у нас был порядка, значит, 25-26, бывало даже 23 миллиона в месяц, то после создания оперативного штаба, значит, сборы наши увеличились, ну, в среднем мы держим, значит, 36 миллионов. То есть уже пошла динамика положительная? Да. И причем значительное улучшение в плане сборов. Значит, то, что остается за кадром, значит, то, что у нас, что греха таить, есть люди, которые имеют возможности оплаты, вот, но не имеют большого желания делать это, да? Да, и даже вообще желания не имеют. С них мы, значит, у нас есть юридический отдел. Хорошо, если человек умышленно, потребляя воду, умышленно не желает платить, вот у вас есть какой-то механизм воздействия на человека? Есть. У нас, значит, мы их делим на несколько категорий. Есть потребители, которые состоят с нами в договорных отношениях, однако не платят.
Вот. Значит, с ними мы взыскиваем через мировые суды, через суды общей юрисдикции. Вот. Больших проблем у нас с этой категорией не возникает. Затем передаем на исполнение, значит, судебным приставам, и далее они работают, значит, уже в этом направлении. Но есть у нас небольшая такая вот специфическая особенность, в отличие от энергетиков. Дело в том, что наши инженерные сооружения, они в земле, и их не видно. И мы порою не знаем, присоединен ли этот гражданин к нашей сети или нет. Для этого ну, мы, значит, мониторим ситуацию, значит. Так вам для этого понадобится целая армия контролеров? Да, да. У нас, кстати говоря, я пользуюсь возможностью, приглашаю контролеров. У нас достаточно такие нормальные условия для того, чтобы, значит, заработать на жизнь, в общем. Так, ну вот об этом поконкретнее. Да, вот. Значит, у нас механизм такой. Дело в том, что мы немножко провели эксперимент. То есть вы по ходу имеете возможность еще создать дополнительные рабочие места, надо полагать, да? Совершенно верно. Вот. Значит, мы немножко от стереотипов, есть штатная, значит, должность, и все, и фиксированная заработная плата, мы немножко проэкспериментировали и пришли к выводу о том, что вот этот механизм, значит, вот, нам подходит. Вот такой механизм. Значит, мы установили заработную плату контролерам от суммы сбора, которую он произвел в течение отчетного месяца. Так. И какой процент от сбора? 10%. 10%. Ну, если человек собрал 1 000 000 рублей, заработал 100 тысяч, да? Ну, я думаю, это очень убедительный стимул, убедительная мотивация, да? Баркал Дересхил, ну, жизнь не стоит на месте, меняется в том числе и законодательство, равно как меняются и руководители ведомств, да, часть из ваших ведомств тоже новые руководители. Руслан, вот вы все чаще и чаще в «Газпроме» стали говорить о новом законе, 307-м законе федеральном. Вот массовому зрителю, массовому потребителю эти новшества законодательные, возможно, еще неизвестны. Давайте попытаемся довести до сознания зрителя, что нам обещают, какие возможности и преимущества получают в связи с этими законами наши уважаемые потребители. Добрый день. В начале своего выступления хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за оказанное внимание газовой отрасли. По его поручению руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики Ислам Мухаевич Кадыров организовал беспрецедентную работу по инвентаризации потребителей и сбору платежей с подворным обходом по всей Чеченской Республике. Вот, в результате которой только за апрель месяц платежи у нас увеличились практически на 200 миллионов рублей и снизились потери газа. Как вам известно, в мае этого года глава республики провел совещание по газовому вопросу, на котором были даны оценки деятельности нашей компании и поставлены задачи конкретные. Эти задачи связаны с тем, чтобы снизить потери газа, довести их до нуля и увеличить собираемость платежей газа. По поводу 307 закона, действительно, с начала текущего года вступили в силу поправки к 307 федеральному закону, согласно которого за самовольное подключение увеличиваются штрафы. Теперь они становятся от 10 до 15 тысяч рублей. А также будет производиться начисление, а также абонент будет оплачивать пени за несвоевременную или неполную оплату за потребленный газ. Спасибо. Вот вы хорошо вспомнили за самовольное подключение. Я думаю, это касается в том числе и Чеченэнерго. Да, у нас такая очень широкая практика, особенно в сельской местности. Да, так, ну, человек построил дом, хороший, добротный дом, так самовольно, аккуратненько подвел к себе газ, подвел электричество, да. Ну, до первых контролеров он потребляет. Хорошо, что вы на это обратили уже пристальное внимание.
Если человек построил дом, взял, подключился к газу, вот что, давайте так понятнее, что его ожидает в этой ситуации? Его ожидает штраф. Штраф до Да, 15 штраф, тысяч рублей, да? Да, до 15 тысяч рублей. Так. А Вот, вот пеня, Пеня это каков механизм работы пени? Предположим, у человека накопились долги, да? Ну, месяц не платит, 2 не платит, там накопилось, там, предположим, там 10 тысяч рублей. Каково количество, какой размер пени он должен оплачивать в этой ситуации? Потому что через рубль информация быстрее доходит до сознания. Как вам известно, основной причиной образования задолженности является отсутствие потребителя платежной дисциплины. То есть, согласно договору поставки газа, абонент обязан до 10 числа следующего за расчетом производить полную оплату за потребленный газ. Вот. И если абонентам это не делается, то на 31-й день просрочки, на 31-й день? На 31, начиная с 31-го дня, размер пени 1/300 ставки рефинансирования вот, начисляется пеня за каждый день. Вы даете 30 дней человеку, Да. возможность за 30 дней исправиться, да? Ну куда еще больше? Мухаммад, вы вот эти рейдовые мероприятия проводили, я недавно в Гордали, кажется, да? Вот это такие разовые акции, или это будет продолжено в других районах, селах? Это наша постоянная рутинная работа. Мы выявляем самовольно подсоединившихся. Я сейчас озвучу меру ответственности. У нас несколько иная мера. Так. Вот, значит, самовольное подсоединение – это нарушение Кодекса административных правонарушений, статья 7.20 КоАП. Значит, по физлицам одна ответственность, это значит 1000-1500 рублей. Вот. А по юрлицам, значит, там другая мера ответственности. Там от 20 тысяч до 30 тысяч. Вот. Самовольное присоединение. Значит, мы выявляем эти факты, составляем соответствующие акты самовольного присоединения. Значит, там механизм, значит, отправляем в МОБ. В данном случае это протоколируется, и мы передаем мировым судьям на, значит, применение именно вот статьи 7.20 КоАП. В данном случае мы вот по Гордали, опять же, вот, выявили самовольное присоединение где-то, мне кажется, если на память, где-то порядка 12 эпизодов. Вот. 12 эпизодов в одном селе? Да. Вот. Ну и, соответственно, существует, опять же, механизм. Значит, если человек с момента обнаружения, ну, опять же, мы все люди, и идем, с момента обнаружения готов заключить договор и в дальнейшем добросовестно производить оплату за наши услуги, в этом случае мы в какой-то степени делаем некоторую так вот скидку. Бывает, что человек не успел. А что, на договор люди неохотно идут, да? Да, на договор люди идут неохотно. Особенно категория людей, которые вы обозначили, построили добротный дом. Вот. Ну, я бы хотел еще вот эту категорию особо сказать. Ну, на договор действительно идут неохотно. Почему? Потому что если в совокупности услуга газа, услуга воды, услуга, значит, света, это все, если сложить, то зачастую мы на практике видим, что эти платежи, как это не печально, иногда бывает значительно выше, чем совокупный семейный доход. Семейный доход. Да. Поэтому есть эти проблемы решаемые, мы их на месте решаем. Если вы вдруг обнаруживаете, что человек не в состоянии оплатить в полном объеме долги, вы еще ищете находите какие-то компромиссы, да? Да. Какие-то альтернативы решения вопроса. Единственное, что мы можем этому абоненту предложить, это дело в том, что, слава богу, что у нас еще есть субсидии. Вот. Мы в какой-то степени по этой категории где-то в какой-то степени помогаем им получить эту субсидию, потому что они живут уже как бы, значит, вот именно по этой категории. Ну, стоит еще раз напомнить телезрителям, что Чечен-Водоканал предлагает работу контролера с оплатой 10% от общего вашего сбора. Я хочу, обращаясь ко всем, вам спросить, вот почему учителя, врачи,
как указано федеральным законом, не могут рассчитывать на льготы при оплате за коммунальные услуги. С 1 января 2010 года все льготы монетизированы, то есть отдаются людям на руки, а они уже производят оплату. То есть для нас, как для ресурсоснабжающей организации, эти потребители, стопроцентные наши потребители, мы им 100% в размере начисляем. А им уже государство выделяет субсидии, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Мне так кажется, что даже вот ваши организации, компании друг другу тоже задолжали. Есть такие формы взаимных долгов? А? Есть у нас такие. Бесспорно. И как они формируются? Значит, Какой механизм изыскиваете погашения этих долгов? вы, наверное, да? Перед энергетиками мы делаем взаимозасчеты, то есть водоканал потребляет количество энергии и потребление количества воды, мы делаем друг другу. То есть компенсируете за счет поставки? Компенсируем. Компенсируем и плюс оплачиваем те суммы задолженности, которые... Разница. Не в полном объеме. Не в полном. Вот есть такие моменты. Ну, просто их я бы не хотел их в чем-то обвинять в этих вопросах. Опять-таки, вот это сводится на платежную дисциплину. Если у них сборы не идут в нужном русле, они не могут нам отдавать свои долги за работу этих скважин или других механизмов, которые непосредственно работают под электроэнергией. Вот в прошлый раз вот в этой студии руководитель Чечен-Водоканал господин Саид-Эмин Дакуев говорил, что из-за некачественной электроэнергии, поставляемой Чечен-Энерго, вот в вашем ведомстве очень часто выходят из строя сложные технические конструкции, там насосы, моторы. Это все продолжается или я ничего не придумал? Значит, вы ничего не придумали, и господин Дакуев тоже ничего от себя не придумал. Значит, ситуация такова. Тут есть больше объективных причин, чем субъективных, я бы сказал. Значит, вот мой коллега обозначил Курчелойский район. Я могу тоже по этому же району сказать. Значит, у них действительно свои сети, опять же, ненадлежащего качества, значит, ненадлежащего Сами местные состояния. сети? Да, ненадлежащего состояния. С вечера, вот с 18:00, примерно вот в районе, плюс-минус, значит, час, бывает падение качества электроэнергии. Дело в том, что наше оборудование, оно рассчитано на стабильную подачу качественной электроэнергии. Вот, и за перебоев этой электроэнергии у нас происходят частые остановки, но это не зависит, человеческого фактора нет. Это не зависит от энергетики. То есть это нет прихоти какого-то чиновника, это такие объективные факты. Я хотел бы, господа, чтобы кто-то из вас сказал следующее. Вот мы много раз говорим в этой студии, в том числе, о том, что да, вот неохотно люди идут, не платят, не хотят, не вовремя, не своевременно. Мы уже 21 век, да, нанотехнологии, цифровая технология. Наверное, человечеству уже пора перейти к пониманию, что ничего, в том числе даже информация просто так в этом мире не поставляется. Никто из вас не говорит, что мы сейчас законодателю или правительству предлагаем такой эффективный механизм воздействия на злостных неплательщиков. Вот пока мы это не скажем, пока мы не предложим такой эффективный способ воздействия на неплательщика, этот разговор, к сожалению, еще будет продолжаться. Или есть какие-то предложения? Тут предложения определенные не нужны. Нужно те средства применять в этом вопросе, которые у нас есть. Средства, которые мы имеем уже. Да. Поэтому дополнительно, мне кажется, по энергосистеме где-то чего-то просить со стороны рановато, кроме вложений для развития сетей. Я почему это говорю, который он обозначил причину, значит, абсолютно любая техника имеет свой предел.
Значит, один трансформатор, если подключить после него 1000 абонентов, конечно, он не выдержит этого. Значит, это понятное дело, но почему мы не соблюдаем все эти технологии, все эти нормативы, вот этим вопросом мы и занимаемся. Но у нас идет развитие сельского поселения, значит, новые участки, новые дома строятся, а туда же тянутся и газ, и вода, и электроэнергия. Для этого не вложены средства на развитие этих поселковых населенных пунктов. Поэтому надо было чуть-чуть оттуда нам, чтобы мы знали, что будет в этом году развитие столько дополнительно усилить свои мощности. Этим никто не занимается пока. Спасибо. Но мы будем этим заниматься. Спасибо, Я бы хотел добавить. Пожалуйста. Вот, значит, тут ничего нового придумывать прямо в плане законодательских мер не нужно. Правильно использовать эти нормативные акты, этого достаточно. Но я хотел бы одну, значит, такую болевую часть этой проблемы обозначить. Значит, это моя больная тема, я как взыскатель передаю на исполнение судебным приставам решения судов. Однако по объективным, опять я подчеркиваю, по объективным причинам судебные приставы просто не успевают эту работу делать. Не успевают? Не успевают. Почему? Потому что они очень сильно загружены. И дел, очевидно, подобного характера много. Да. Вот. И рекомендовать мы как-то не имеем. Вы же не говорите, что судебные приставы не работают? Нет, они работают, но они катастрофически не успевают эту работу делать. Муслим, пожалуйста. Хотел бы сказать пару слов по потребителям, которые имеют большую задолженность по населению. У меня по населению задолженность примерно превышает 130 миллионов рублей, это по городу. То есть мы не в состоянии, мы не можем... Больше 130 миллионов? Это с учетом начисления, месячного начисления. То есть. Вот. И только по возврате вот этих средств, которые имеются задолженности, они имеются в людях, то есть они их нам не дают, у нас модернизация, то есть очистка, очистка воды или фильтрация. У нас вот эта система тормозит. То есть ik giet zich heel jwaïs jaatson, hot gooit echt deel, het geen meer leren babies, wij moesten die al giet zo. Die herderse bo alle delen payamadesh, dat je homs dat is 130 рублей, 150 рублей, задолженность шейнт яцейтер, есть которые имеют 1000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, шейнт яцейтер, bo al die herderse echt het geen halaharisch. Что знаю, Баркал Дейрис Хилл. Шунмасан Дейрис Хилл. Друзья, спасибо за участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, время нашего эфира подходит к концу. Я еще раз напомню, мы сегодня говорили о нашем социальном пакете, о оказываемых нам коммунальных услугах по поставке воды, электричества, газа. Но если мы говорим, при том, что нам поставляют качественные услуги, если нам поставляют качественные услуги, и при этом мы не погашаем задолженности, в этой ситуации мы с вами не правы. Ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали. А мораль у нас, как мы понимаем, должна быть всегда на большой высоте, как у истинных мусульман. Лучшее время для хороших дел, говорят, ближайшее. Поэтому в ближайшее время идите в абонентский отдел и погашайте свои долги по газу, воде, электричеству и по другим удобствам. А время нашего эфира подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До встречи.